Север крошит металл, но щадит стекло. Учит гортань проговаривать «впусти». Холод меня воспитал и вложил перо в пальцы, чтобы их согреть в горсти. Замерзая, я вижу, как за моря солнце садится, и никого кругом. То ли по льду каблук скользит, то ли сама земля закругляется под каблуком. Здравствуйте, меня зовут Ирина Ефимова, и сегодня я сочла уместным начать эту программу «Якутия Лайф» с этих строк Бродского, потому что мой сегодняшний собеседник, северянин даже по якутским меркам, исполнитель, композитор, сценарист, творческий человек Иннокентий Васильев Лекинтей. Привет, Кеша. Добрый день. Ну, тебе не очень понравилось слово «композитор». Это потому что я, во-первых, образования не имею музыкального. Сам я заканчивал факультет якутской филологии по специальности культуролог. Вот. Но при этом учителем тоже не работал. Поэтому пришлось не по окончании, а в старшем последнем курсе, пятом курсе, я пошел в театр эстрады. Вот. И поступил в творческую мастерскую Аркадия Алексеева, народного нашего артиста. И начал уже на практике уже начинать работать творческим человеком, да? Артистом. Ну, вот. Артист, можно артистом, тебя да. так? Конечно, исполнитель, самодеятельный мелодист, можно сказать. Самодеятельный, да. Поэт. Поэт, да, и артист. Вот так. Как ты начал писать песни? То есть сразу песни или это стихи сначала были? Все вместе, наверное, потому что молодой человек, поэтому уже со старших классов начал писать. Первые мои песни уже, мои одноклассники уже под гитару уже слышали. Довольно быстро я научился играть под гитару. У нас в интернате у моего одноклассника была гитара, но при этом он не пользовался ею. Он очень далекий человек. Почему, я до сих пор спрашиваю, Эдик, почему у тебя была гитара один, да? Поэтому не пришлось, а мне, не с трудом, а с легкостью получалось играть на этой гитаре. За неделю я уже мог любую песню под гитару уже набрать. Вот. И, видать, музыкальный слух, да, это абсолютно музыкальный слух. Это у меня от природы. Но в музыкальной школе тоже не учился? Да, не учился, нотного грамоты не знаю до сих пор, да. Вот, поэтому самодеятельный мелодист. Вот я начала с того, что, со строк о севере. Ты согласен, что на севере какие-то особенные люди? Если да, то в чем их особенность? Согласен. И жизнь у нас особенная. Всю жизнь, я по творчеству, да, говорю за север, да, от имени севера, от жителей севера, вот, рассказываю про жизнь. Вот. И для меня север, не пустое слово. Сам северянин Сверхоянского района, родился в Сартане, уже жил в Барласе. Это маленькое село? Это село такое, верховье Яна, получается, реки Яна. Вот. Ну и в последующем, когда уже стал творческой личностью, уже ездил по северам, очень часто езжу, приглашают меня на какие-нибудь значимые мероприятия, там, дежурные. Иногда сам навязываюсь, да, и еду туда к своим. Потому что там я люблю выступать. Всегда они знают, что свой парень пришел, с особым вниманием относится к моему творчеству. Всегда полные залы. Вот, поэтому мне нравится выступать на севере. И вообще, как общественник, я думаю, я должен говорить про север. Со всеми его недостатками, достатками, плюсами, минусами. Я должен говорить. Я северянин, поэтому. А зачем тебе общественная деятельность? Что ты зачем ты туда пошел? Что не тебе знаю, это по нужно? творчеству, наверное, не вмещаюсь. В сфере творчества я уже работаю больше 15 лет, да,
В 2020 году, это 15 лет было, как бы в 2005 уже вступил стажером в театр и отработал 15 лет. Сейчас я, конечно, как индивидуальный предприниматель, как свободный творческий человек, все, ну как бы езжу очень много, да, работаю на себя, но при этом одним творчеством не скажешь север, не расскажешь про север. Поэтому я очень много, как бы, как общественник, начинаю работать, ну не начинаю даже. Если какие-то моменты там для моих северян проблемные, трудные моменты настали, да, я всегда стараюсь к ним идти на помощь, да, помогаю, вот, потому что очень многие надеются на меня. Поэтому это без ответа оставлять как бы минимум как некультурно, да, потому что я северянин, еще раз скажу. И я, когда мне выходят на связь с севера, я всегда тот или иной вопрос стараюсь решать, да, и неплохо получается вот, в большинстве случаев, да, и поэтому я как общественник тоже говорю от севера, от моих жителей севера. А Лекентей – это имя твоего дедушки? Дедушки моего. Почему ты его взял в качестве псевдонима? И когда это? Они, получается, я вот последние года, последние 2-3 года вот очень начинаю изучать, да, своих предков по линии отца, по линии мамы, вот, и получается мой предок, его звали Курбан, вот. Курбан? Курбан, да. Прадеда Тимофей, дедушку Легентей, отца Афанасий. Я, получается, Легентей второй. Поэтому, Почти царское да, имя. был момент, когда мы с Аркадием Михайловичем обсуждали мое творческое имя. Вот, начали выбирать. Специально выбирали? Там очень много вариантов, ну, как бы смешных вариантов было. А какие были варианты? А вот я сейчас скажу. Ты, говорит Аркадий Михайлович, все равно Сахалар, да, они тюркоязычный народ, говорит. Ага, говорит. Ты не обидишься, я знаю, что ты такой импульсивный парень, говорит. Ты не обидишься, если мы тебя назовем там в дословном переводе «черное лицо», говорит. Это мне показалось, ну, как бы, минимум как неуместным циническим псевдонимом, да, и поэтому я как молодой, амбициозный, не женатый пока что человек постеснялся немножко и как бы отказался, но при этом вторым вариантом, у меня видение было, не видение, а сон приснился, да, и я взял дедушкино имя, Легенте, вот, значит, сон такой, очень вещи, ну, как говорят, в жизни такие сны очень запоминаются, да? Расскажи, пожалуйста. Да, и, короче, я вот в прошлом году только посетил свой наслед, да, родной наслед по линии отца, вот, Мачах. И в 3 годика меня привезли и познакомили с моим бабушкой и дедушкой, да. После я уже не ездил в этот наш поселок маленький, да, Мачах. В последующем, вот только в прошлом году пришел. Спустя 35 лет, да. Вот, я не знаю, как мой дедушка выглядел, да, что говорил, потому что 3 годика я последний раз посещал. Вот, а в прошлом году я пришел, и как бы этот двор уже, ну, такой, уже заброшенный, да, и мне так тяжело стало. И в этом году я начал уже как бы обустраивать этот участок. Вот, наши родственники уже как бы начинают облагораживать, да, старенький наших бабушки и дедушки дом. Вот, и как бы потом... И сон был о чем? Да, я, короче, в этом доме нахожусь, да, и дедушка выходит ко мне, а помните, ширмы такие были, в старинных советских домах комнаты были не комнатные двери, а ширмы. Вот он выходит с этой ширмы и говорит, сейчас, говорит, Кека, мое, как бы, детское домашнее имя, да. Ты сейчас зайдешь и если побоишься, да, будешь лизать мою руку. Там у меня
родинка есть, и вот эта родинка, она тебе поможет, силы передаст. Только ты не вздумай там побояться, потому что там сейчас люди сидят и будут тебе говорить. Вот. Я потом спрашивал у отца, есть ли у него там на руке родинка, у дедушки, была ли родинка. Вот он не помнил, но при этом он, ну как бы во сне мне так говорил, да. Вот. И мы зашли, значит, в зал, и полукругом там сидят старейшины, там в разных одеяниях, да. Кто-то там очень бедный человек, да, кто-то там очень богатый, да, со всеми золотами, кто-то там в белом одежде, кто-то в черном, кто-то воин, да. И так 9 старейшин сидят полукругом, и каждый мне говорит эти благословения. Там, допустим, богатый говорит, будь богатым человеком, воин там говорит, будь сильным, там, бедный человек говорит, не смей там обижать Простых людей, бедных. простых людей. Ну, как бы так. Я там выдержал и последующем уже проснулся. И этот сон до сих пор я помню. И после этого я взял уже имя дедушки. То есть тогда тебе это приснилось? Это в 2007 году было. Вот. А для тебя вот Ликентей и Кеша – это разные люди? Иннокентий Васильев и Ликентей? Если не говорить о том, что это имя дедушки, но вот... Ну, как, раньше как бы было разным, да, когда только начинал. Это были разные люди. А вот сейчас, последние года, начинаю, что как бы без прикраса, без преувеличения выходить на сцену. Какой я есть, таким я хочу представиться перед зрителем. Вот, поэтому как бы не слишком отличается тот Кеша, который сейчас в обычной жизни и на сцене. Вот. То есть соответствует? Соответствует почти. 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 А вот твой, лирический герой, от лица которого там, стихи, песни написаны, и ты, вот между ними разница есть? Обычный Кеша чуть послабее, наверное, а тот помогущественнее, наверное. Наверное. Вот. Ага. Я признамся. А в чем, ты вот часто ездишь, как сказал, на родину малую, да, на север вообще. Вот в чем отличие северных людей? Они в чем не сразу тебя в там чем особенность? с распростертыми объятиями встречают, да? Они очень много изучают про тебя. А потом, если ты там доказал, что там свой человек, да, получается, это и в охоте, и в работе, и как творческая личность, и, да, и как земляк, да. Они, когда признают, что ты свой человек, получается, они уже как бы потом не отпускают. Нелегко подружиться и нелегко уйти от них. То есть войти в доверие сложно? Да. Вот поэтому особенность севера в этом, наверное. Очень многие со мной согласятся, которые уже есть там, как бы связаны с севером, да, тесно связаны с севером. Они скажут точно так же, наверное. Вот. Потому что есть понимание, на севере там встречают теплее, да, есть там понимание, там очень добродушные люди, да. Я вам скажу, ребята, великодушие севера и, как бы, внимание севера заслужить очень сложно. Очень сложно. То есть его надо сначала заслужить? Да. Это тебе надо как бы уже в доверие войти, это как бы непростой путь, не сразу с полуслова тебя там могут понять, поэтому там, и в ногу со временем, да, наверное, это все происходит. Раньше, наверное, может, было по-другому, да, но все равно, если внутри зайти, если серьезно там подход иметь к северу, это там люди такие сложные, но если в доверие войдут, они могут жизнь отдать за тебя. Вот так вот я вам скажу. Еще раз вот про дедушку, да, имя которого ты взял. Получается, ты его вот в 3 года видел и все, что ли? И все. Они умерли в 90-х годах в начале. Вот.
отец ездил. Я вот сейчас очень смутно помню. Вот, мы жили в Барласе, получается, это маленькая родина моей мамы, получается. А по линии мамы я Эвен. Вот такие у меня крови. Сахалар и Эвен. Вот. По линии мамы у меня тоже бабушка, прабабушка вот такая очень сильная женщина была. Она в свои года подняла одна тоже своих детей. Вот. Оленей держала, сама уходила там, пасти оленей в пургу, там, да, несколько дней ночевала под открытым небом, да, вот, и при этом смогла. Она очень творческий человек был, наверное, и от нее мне досталось, по-моему, наверное, почему я пою, да, вот, и сейчас не вспомню, в начале 80-х, когда я только родился здесь, насчет Сахалар, да, начала изучать профессор Джорджтаунского университета Марджори Энистон, что ли, Виктор Павлович знает. Вот она начала изучать про Дальний Север и про якутов северных. И песня ее, я в последующем 2008 году, когда уже начал работать в театре эстрады, я полетел туда, да, в Штаты, и познакомился с этой женщиной, с профессором уже. И она говорит, я вот езжу по миру и изучаю коренные народы. Вот. И Сахалар тоже, как бы, я уже с 1984 года изучаю. И я так познакомился, сказал, что я правнук этой женщины, да, Кустуя Мяксин. И вот она очень заинтересовалась, и на следующий год прилетела в Верхоянск изучать, ну, как бы, культуру песни, да, верхоянии. Вот. Там очень хорошо ее встретили. Она в последующем, правда, в 2009 году уже, получается, бабушки не было, да, не стало, ее уже в 90-х, в начале 90-го года. Вот. И мама, она же носительница, моя тетя, получается, Евдокия, и моя мать, да, Марина Христофоровна, они как бы носительницы, они уже как бы с детства поют бабушкины песни, да? Эвенские. Эвенские, якутские, она на обеих языках пела. Вот. И эти песни, короче, перезаписали в 2009 году, вот Марджори приехала и перезаписала эти песни. Вот. Так что в Джорджтаунском университете, наверное, есть там в архиве песни моей прабабушки. А как ты туда попал, в Америку вообще? По какой линии? Ты как... А мы, значит, нам поступило предложение посетить Нью-Йорк, пригласительные вот эти отправили организацию Юрта мира. Может, знаете, Александра... Слышала, да. Александра Михайловна, да? Михайлова. Вот она северно-бутантайского улуса сама, очень тоже за север очень много работала и работает сейчас. Вот. И в 2008 году она пригласила, значит, полетели туда, в ООН, участвовали в ежегодном съезде коренных малочисленных народов мира. Но ты тогда уже был известный эстрадный исполнитель. Я уже, как бы, да, уже люди начинали уже слышать мои такие более известные песни. Вот, на Исехи приглашали. Кстати, про Исех, песня Улаханных, она как бы про национальный праздник, да, но при этом за эти годы, вот до сих пор, до этого года, да, до 2023 года, всегда как бы мои зрители заказывают эту песню и зимою, понимаете? И зимой, и летом Улаханных, да, вот. А если бы ты выбирал, по каким запомнится песням? Я бы спел новые песни. Я вообще люблю презентовать песни. Потому что ты там уже не как бы избитая тема, да, на механизме поешь и стоишь, работаешь на сцене, а уже какое-то, не знаю, новое, что какая-то новизна есть. И это передать эти чувства, эти слова, эти мысли, это как бы для творческого человека очень приятный момент. Вот. От души начинаешь петь, но при этом зрителю, он же как слушает
идет на концерт. Он хочет слушать свои уже услышанные песни, понимаете? И здесь, короче, у нас за эти годы я не смог преодолеть этот барьер, чтобы новые песни полюбились сразу с первого пения зрителю. Он очень год там можно крутить его по радио, а потом уже как бы у этой песни появляется зритель, уже какой-то контингент, и они начинают там приходить на эти песни. И вот не факт, что этот артист поет эту песню на сборниках, например, да? Вот такой момент. Этот барьер я пока еще не осилил. Вот ты сказал энергетика. Многие артисты говорят о какой-то энергетике, которую получаешь от зала, от какой-то магии, которая вот в этот момент происходит, да, и некоторые говорят, что это вот сродни, может, какому-то шаманскому трансу, что-то вот какие-то такие энергии включаются, да? Есть такие моменты, потому что издревле считается, что певец – это проводник, который должен озвучить там верховных духов, да, желания их, да. Почему Алан Касуту они там по 2-3 дня они пели, да, сидели? Потому что, ну, как бы, это же простой обычный человек не может это сделать. Даже чисто физически? Да, физически даже. Но при этом от силы слов, вот, да, появляется некая энергия. Я вот сейчас не могу объяснить, потому что не специалист. И вот эта энергия, она заставляет тебя говорить о том, о нужном моменте, о очень таких сакральных моментах, о очень таком моменте, когда зритель сидит и тоже часами, не уставая, входит в этот транс, да, и в эту тему, да, пения. И он начинает там, мировоззрение у них такое. Внутри этого пения начинается другая жизнь. В течение 3 суток, допустим, да. Были певцы, которые, сказители, которые рассказывали по 3 дня, пели по 3 дня. А это же, ну, как бы уму непостижимо, что обычный человек может петь. В народе нас, да, говорят, певцы там, развлекайте это. Но в этом плане, в сакральном плане, певец – это проводник. Поэтому и зритель это должен знать, с пониманием относиться, с уважением, да. И певец сам тоже должен с пониманием и правильно все это интерпретировать, что он начинает в этом направлении работать, да, становится артистом, и для него он должен нести какую-то ответственность. Но ты всегда особняком стоял и на эстраде якутской, потому что если брать вот отдельно чисто как жанр, это прям этно-рок. То есть это не эстрадный певец, не поп-исполнитель, это конкретно этно-рок, просто без рокового инструментала, так скажем. Это живой инструментал. Да, почему? Конечно, в свое время мы как энтузиаст, я очень кичился, работал над этим в узком направлении, чтобы у меня была своя группа, чтобы я же не музыкальный, я же по нотам не могу объяснить все. И поэтому как бы я хотел сделать такую группу, чтобы с полуслова меня понимала. Что у меня внутри сейчас, какой мотив идет, да, например, партия гитары, соло-гитары. И я вот только могу звуками, не так написать в нотном стане, да, эти ноты, а вот так, та-та-та-та-та-та-та, объяснить так. И это очень сложно, конечно, профессиональному музыканту объяснить на словах. Вот. Поэтому я хотел сделать себе такую группу, чтобы они меня с полуслова понимали. Но при этом это очень сложно, если там не знаешь нотный стан. И большинство моих произведений внутри меня остались, и сейчас я не могу все это вывести, да? Вот. Потому что с музыкантами разговаривать очень сложно. Насчет этих нот, этой партии, да, в этой песне, там, в той или иной песне. И в 2012 году, как мы постарались поработать с группой, мы очень хороший руководитель был, кстати, северный парень, да, момский, Слевцов Василий, наш старший мой брат, он сейчас не с нами, он уже ушел от этой жизни уже, по-моему, в 2018-2017 году. Вот, и поработали там больше года, потом все это распалось. Как ты стал сценаристом? Совершенно случайно. Вот. Мне очень нравится, когда начинают задавать про кинематографию, потому что я совершенно случайно пришел в кино,
Вот, у меня друг Михаил Лукачевский, он сейчас такой режиссер именитый, да, один из маститых наших режиссеров Якутии. Вот, мы с ним сделали фильм «Вертолет». Этот фильм, ну, рассказывает про север. Я сам сочинял сценарий, вот, писал сценарий. Ну, это, конечно, громко сказано. Я скорее рассказ написал, а потом специалисты, конечно, подправили, и это получился как бы сценарий этому фильму. Вот. И с этим фильмом мы очень, ну, как бы поучаствовали в хороших кинофестивалях. Да, там призы, Да, награды. и, хорошие награды были, иногда проигрывали, иногда выигрывали. Вот. Очень много, со многими познакомился, да. Вот, в кинофестивале «Киношок», это в Анапе было, допустим, после того, как наградили фильм «Вертолет» всеми главными призами кинофестиваля, и после того, как дали, ну, вручили нам главный приз, да, «Золотая лоза» фестиваля, вот, статуэтка. После того они, ну, как бы вечером после банкета, получается, самый такой маститый кинокритик вышел, говорит, у них там у киношников свои правила, короче, да. И как бы, получается, у нобелевских лауреатов они же ручку дают, когда пересдают, что эта работа лучше его, да. Для победителя они же ручку дают, эти ученые, вот, в любой сфере, да. А у киношников наоборот. Значит, вот этот шарфик, мы же представляем любого режиссера шарфиком и в шляпе, да, этот образ такой, да, российский. И вот этот кинокритик, короче, у него такой светлый шарфик, понимаешь? Светлый, цвета разные, но это светлый шарфик. И он говорит, Кеша, я сейчас обижусь, если ты не пройдешься по этому шарфику, потому что я как бы признаю феномен якутского фильма и признаю тебя победителем, и знак уважения, признание твоей победы, вот, от кинематографистов в России, вот, стелим тебе мой шарфик, и ты должен пройтись. Как по красной дорожке? Да. По этому шарфику? У них такое какое-то поверье, да, понимаешь? И я прошелся, что сделаешь? У меня ботинки очень, ну, такие. Я, конечно, там выступал на сцене, чистые были, но все это при этом ты же как бы по улице ходил в этих ботинках. И мне как бы неудобно стало, но при этом я прошелся. И аплодисменты были. Вот самое главное. Вот такой вот якутский, ну, феномен якутского фильма. И я пришел к этой сфере очень случайно, скажу вам. Ну, расскажи. Значит, То есть, ну, сначала история была, или да, как? нет, в 2014 году я, короче, опять же ушел в себя и начал писать просто историю про семью, да, которая живет на севере, да, вот, и пригласил своего друга почитать, познакомиться с этим рассказом. Что-то какие-то идеи пришли, и хотел, ну, хотя бы там клип какой-то, да, на эту историю там записать. Ага. Вначале клип. Но Миша А потом же- Миша пришел, прочитал и говорит, это же фильм. Давай мы там немножко подправим и начнем работу. Что, с 2014 года подправляли? Потом он говорит, так легко главное, да? А для окрыленного человека, который только что закончил рассказ, я же такой открытый всегда человек, и он говорит, Кеша, главное надо найти деньги, такая сумма. А я так посчитал, сейчас машину продам, там, участок продам. И, наверное, есть моя мечта исполнится, да? Хорошо. Значит, у меня свой фильм. Да, у тебя свой фильм будет. Все. Вышел окрыленный, начали съемки, начали уже подготавливать работу, там аппаратуру одалживать, да, в Сахафильм. Очень во многих кабинетах мы там сходили с этим сценарием. Сценарий-то был неудобный, оказывается, потому что про все недостатки севера, северных людей олицетворял этот фильм. Что как там трудно вертолет вызвать, и проблемы эти. Все проблемы. Неудобные, и все кабинеты, куда мы ходили, Сказали, денег все на были такое кино не закрыты. дадим. Да, ничего не... Единственное, сейчас он, слава богу, депутат Госсобрания Илтумен, Иван Данилов.
по строительному округу, если не Да, ошибаюсь. да, строительный район Единственный Беретов. человек, который поддержал этот фильм, ну как бы официально, да, неофициально, конечно, у нас очень такой, ну, старший наш брат есть, я не могу сейчас говорить про его имя, но я очень благодарен этому человеку, он до сих пор поддерживает меня в творческом плане, да, и такой серьезный человек не только внутри республики, да, на федеральном уровне. Ты вот как бы воплотил эту идею, ну, сделал фильм, и все? Или кино Но прямо интересно Оно интересно, увлекло? конечно. Я очень Что-то еще такой будет? активной позиции человек, да, и в общественных делах, и в политике иногда, да, меня есть. Я и в творчестве, и везде, да, и в охоте, и вообще личная жизнь, да. Но при этом фильм я тоже, ну, у меня тут сценарий такой есть, что, ну, как бы приход русских казаков в бассейн Ленова. Есть хорошая тема, Идея есть такая, да? видение есть, да. Ага. И хотел бы сделать, не знаю, сценарий написать, но при этом я хочу, чтобы этот фильм, как бы на русском языке все это было. Но при этом про наши народы. Не только про Сахалар, а про северные народы, про отношения между народами. Там очень тонкая тема, но при этом сейчас надо говорить уже на уровне, да, на федеральном уровне этот вопрос. Вот это очень такая, ну, каждого затронет явно. То есть в свете того, что вот сейчас Да. происходит, специальная военная операция, там, вот это Ну, вот... мысли мои до операции такие, 3 года я уже вынашивал вот эту идею. Ага. Вот. Даже в 2021 году мы презентовали вертолет, получается. В тот момент я уже, ну, как бы с Мишей уже разговаривал, вел момент. Но Миша, конечно, он сейчас очень востребованный режиссер. И дай бог, пускай будет так, потому что человек очень творческий человек, личность. И у него очень хорошо получается режиссировать. Сейчас он работает над фильмом про борьбу, вольную борьбу, про олимпийцев наших. Вот, он начинает работать, сейчас уже картинки, ну, съемки идут. Вот. Я пока вот так. А, Пока не в творчестве и не в кино. ну вот Да. про... если ты сам уже перешел к этой теме, да, отчасти, специальная военная операция, вот то, что сейчас вообще в мире происходит, твой взгляд вот на это все? На мой взгляд, я вот ездил в зону СВО, да, встречался как творческий человек, как исполнитель со своими земляками, да. Ты выступал там, да? Я там выступал, ага. Вот по линии фронта, получается, 4 местами, да, отдельности. По линии фронта это 1000 километров, допустим. И ты там на каждом 200 километре, получается, заходишь туда внутрь, в сторону, где идет Боевые действия. Боевые действия идут, Это в да. ДНР, да, ты ездил? Это в ДНР и в ЛНР. Я все не доехал, ну, как бы территория Херсонского нового региона. Вот там я Генический был, до моря, получается. От Белгородской области, получается, до моря. Это когда ты ездил? Это я вот 1,5 месяца назад со своими тоже, как бы, мы же общественники, у нас организация есть, и мы собираем гуманитарку и отправляем ребятам там отдельно там более дорогие, да, моменты, да, как бы тепловизоры, и отдельно там в общем там одежду, да, для наших ребят. Вот. И мы там 1,5 месяца назад сам я поехал туда и дал немножко полевые концерты. Полевые концерты это, сами понимаете, там же надо подстраиваться под ребят, потому что они как бы один пришел, час послушал, ушел, заменил другого, а тот теперь, ну, как бы, где там стоит, да, в окопе, он перешел сюда и... То есть это даже не в госпиталях, а это прямо там, да. прям туда? Это, получается, не передовая, но при этом обстреливаемые зоны. Страшно было? Вначале да, потом привыкаешь. Даже нам, мирным людям, привыкание какое-то приходит. Вот, и как бы
начинаешь понимание приходит, что ты и твоя страна, и президент наш на правильном пути, что мы должны отстаивать свои интересы в отношении мира внутри всего нашего вот этого планеты. Вот. Иначе судьба есть у человека, судьба есть у народа, судьба есть у страны. Вот. Поэтому если в каком-то моменте там не показать силу, да, не остаться там, не сказав что-то, да, в ответ, это, конечно, играет тебе минус и в личности, и в жизни страны, и поэтому мы на правильном пути. Дай Бог ребятам такого сплочения. Я никогда не видел, что так, как одно семейство, да, разных национальностей ребята там друг к другу относились очень, как бы родные братья. Вот, я это видел своими глазами. И везде, где я выступаю, допустим, нет такого зрителя, такого искреннего, что за каждым, там в основном якутские песни поют. Вот ребята уже как бы видишь, и в взгляде наших бойцов они уходят туда, на родину, к себе это. Начинаешь про охоту песни петь, и они там уже внутри себя, в глазах видишь, что человек уже охотится там. И вот так вот очень воспринимают. И эти песни, они им очень помогают, да. Стряхивают. И как бы потом приходит понимание, что как бы ты своими песнями там ребятам поддержал, там помог сделать что-то, да, привез гуманитарку и думаешь про себя, что-то хотя бы вот так вот я пока сделал. Пока. Вот. Такие вот общественные дела. Спасибо. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.